наши уроки из серии «Как через русские слова узнать русские». И сейчас у нас на очереди очень интересное чередование, когда безударное «у» переходит в «ау». То есть, например, пустырь – паустри, пустой – паустс, уйти – ауэйтвей, убрать или снять – ауимтон. Эти два последних случая особо интересные, потому что у нас есть старые формы глаголов идти и брать. Они остались только в словах с приставками. Уйти, прийти. Старая форма была идти с краткой. И вот эта краткая перешла в дифтонг эй. Получилось эйтвей, идти. Отсюда слово эйга, езда. Здесь у нас очень интересный момент, что звонкие согласные очень часто переходят в г. Например, ж почти всегда переходит в г. Жена у нас становится гена, жара гаравс, жаркий. А, например, д, когда переходит в г, у нас получается вместо дерева гарьян. Б тоже может переходить в д, и поэтому у нас вместо белый будет гайлс. Это такие интересные моменты с чередованием. Соответственно, мы уже знаем, что идти у нас будет эйтвей, а имать, то есть принимать, отнимать, имать значение брать, у нас будет имту. То есть мы берем самую старую форму слова, которое мы знаем, и уже от нее образуем, соответственно, русское слово, которое будет к ней максимально близко. Приставки у нас вообще очень интересно образуются. То есть приставка у нас, мы уже понимаем, переходит в ау. Приставка об у нас переходит в эп, потому что мы помним, что безударное о переходит в э. В слове келан, кстати, колесо, по-древнерусски коло, у нас, соответственно, будет келан, потому что о у нас безударное. При у нас переходит в прей. То есть прей этвей это прийти. Прей имтон это принимать. Или по имтон. То есть по у нас всегда переходит в па. На у нас так остается на или но. Если дальше стоит существительное, которое переходит ударение. Из у нас так остается из. И еще у нас есть очень интересные формы архаичных слов. То есть, например, ребенок будет мальникс. То есть больше похоже на слово малек. А имя будет эменс, потому что в древнеславянском языке оно звучало как имня. То же самое, например, цвести. Цвести будет квейтвей. Похоже на украинское слово квитень. То есть мы видим, где у нас есть архаичная форма. Если мы сравниваем славянские языки между собой, мы видим, какая форма преобладала, скажем, 1000 лет назад. И вот эта форма, она будет ближе всего к прусской форме. Мы знаем, что в прусском языке в начале слова почти не встречается ха. И, соответственно, она будет звучать как ха. Например, как по-прусски будет звучать глагол хотеть. Хвайтитун. То есть ха у нас переходит к в. Вот это сочетание, которое в русском языке, кстати, очень часто встречается. Это архаичное индоевропейское сочетание. Оно осталось в латинском языке, в гальском языке, а среди живых языков в прусском. Вот мы видим, насколько архаичен прусский язык. Есть еще замечательное слово «местон», то есть место в значении города. Замечательное слово «масло» в значении клея, а совсем не масла. Но про ложные друзья-переводчики мы поговорим в следующий раз.